Самат Кыштыбекович, у вас есть вопросы? Можно, да, вопрос? Да, я после Мацапа. Хорошо, можно. Ну, наверное, уважаемые судьи тоже, да, если запросы возникнут, потом уже в зависимости от тогда присаживайтесь, да. Самат Аскарович, вам предоставляется слово как второму представителю обращающей стороны, да. Уважаемый суд, участники процесса, относительно заявленных ходатайств о признании части 2 статьи 307, 417 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики противоречит части, это статьи 55, части 2 статьи 56, части 1, 2 статьи 61 и статьи 64, частей 4 и 5 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики. Во-первых, хотелось бы отметить, что предметом рассмотрения настоящего ходатайства является часть 2 статьи 307 УПК Кыргызской Республики, где сказано, что при неподчинении обвинителя или адвоката распоряжением председательствующего слушание дела по постановлению судьи, определению суда может быть отложено, и если оно представляется возможным без ущерба для дела заменить данное лицо другим. Одновременно суд выносит частное определение и направляет вышестоящему прокурору или в соответствующий орган или адвокатуру. Как мой коллега отметил, то, что в отношении него было вынесено частное определение, когда он находился вне зала судебного заседания. Более того, если вернуться к самому понятию частного определения, это пункт 20 статьи 5 УПК Кыргызской Республики, то там говорится то, что частное определение – это решение, выносимое следственным судьей, судом, к которому обращается внимание руководителей государственных органов, а также организаций, независимо от форм собственности и других должностных лиц, на установленные по делу факты нарушения закона, требующие принятия мер. То есть, если вернуться к понятийному аппарату Уголовно-процессуального кодекса о частном определении, то в данном случае в самом частном определении нету именно формулировки требования относительно того, что в случае неподчинения распоряжениям председательствующего, то есть культуры, этики, поведения адвоката. При этом, если смотреть Конституцию Кыргызской Республики, статью 64, где говорится организация и порядок деятельности адвокатуры как самоуправляемого профессионального сообщества адвокатов, а также права, обязанности и ответственность адвокатов определяется законом. То есть в данном случае вопрос культуры, этики, поведения адвоката Конституция отсылает на специальный закон. В данном случае имеется несоответствие между требованиям части 2 статьи 307 и Конституции Кыргызской Республики в части того, что именно в Уголовно-процессуальном кодексе требуется именно частное определение в случае нарушения закона. Более того, если вернуться к самому определению, то в данном формулировке относительно адвокатов тоже нету точного прямого указания в законе. Более того, если смотреть закон об адвокатуре Кыргызской Республики, а именно пункт 3 части 3 статьи 8 прим. 1 закона Кыргызской Республики об адвокатуре Кыргызской Республики, адвокатской деятельности, предметом рассмотрения комиссии по этике является обращение суда, судьи, рассматривающего дело, представителем, защитником, по которому выступает адвокат в адрес комиссии. То есть, если вернуться к закону, то комиссия по этике, она вправе принимать только обращение суда. Но в данном законе отсутствует понятие как именно рассмотрение частного определения. А частное определение суда – это судебный акт. Более того, хотелось бы отметить то, что именно в самом законе тоже на практике как получается, иногда судьи пишут лишить лицензии, вот как у моего коллеги писали, приостановить, то есть судебный акт, который комиссия обязана исполнить сам. Но именно вопрос относительно, когда судебный акт поступает, комиссия его рассматривает, и в данном случае она обязана исполнить, а не исполнить она также не может. Более того, если вернуться к требованию закона, то опять-таки вопрос в комиссию, каким образом они принимают частное определение для исполнения, если в перечне предметов их рассмотрения не усматривается именно частное определение. И тоже ставится вопрос о соответствии Конституции, то есть правовой неопределенности, пробел, можно сказать. Более того, хотелось бы отметить относительно именно
статьи 64 Конституции Кыргызской Республики, которая именно содержится, как мой коллега отметил тоже, в Конституции именно в 7 главе под названием «Гарантии прав и свобод человека и гражданина». Это говорится о том, что именно сам институт адвокатуры, он уже более закреплен в главе соблюдения гарантий прав и свобод человека. Если вернуться к Конституции 2010 года, то адвокатура, она вот именно тогда впервые была внесена в Конституцию, и она содержалась в главе гражданства, то есть в данном случае мы видим как бы улучшение. Более того, если вернуться к требованию Уголовно-процессуального кодекса, то согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса, суд апелляционной инстанции может как бы принять частное определение производства, но вынести решение он не может. Соответственно, судьи используют требования статьи, где просто, вот как на практике указано, прекратить апелляционное производство, но при этом доводы, вопрос законности, обоснованности частного определения остается так и неразрешенным, соответственно, само частное определение остается в силе, и комиссия по этике обязана его принять. Более того, на практике, если вернуться к закону об адвокатуре Кыргызской Республики, то вопрос лишения либо приостановления лицензии адвоката в самом законе указано по представлению адвокатуры Кыргызской Республики. То есть вопрос, опять-таки, стоит то, что суд не может в своем частном определении указывать такие требования, как лишить, приостановить, если в законе об адвокатуре конкретно указано на основании представления комиссии по этике. Опять-таки, здесь усматривается правовая неопределенность. Более того, вот, хотелось бы отметить то, что согласно части 2 статьи 56 Конституции Кыргызской Республики, в данном случае мы усматриваем ухудшение, умаление прав адвокатов в связи с тем, что именно в редакции Уголовно-процессуального кодекса 2021 года был введен такой институт, как частного определения в отношении адвоката за неподчинение распоряжению председательствующего. Относительно права на судебную защиту, предусмотренную Конституцией Кыргызской Республики, мы указываем то, что именно частное определение мы не можем обжаловать, и суд апелляционной инстанции не может принять по нему решение, соответственно, здесь усматривается право на судебную защиту. Более того, согласно частям 4-5 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики, где говорится, отмена, изменение или приостановление судебного решения осуществляется судом в установленном законном порядке. То есть в данном случае, опять-таки, у суда апелляционной инстанции частное определение не может быть отменено, изменено в установленном законном порядке. Опять-таки имеется несоответствие. В связи с чем прошу удовлетворить заявленное ходатайство в полном объеме вместе с заявленным ходатайством об увеличении требований. У вас все, да? Да.